Добрый вечер. В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных темах выпуска. В подарок стратегический бомбардировщик. Будет иметь серьезные объемы. Это и в экономику города, и экономику республики. Это серьезные экономические вложения, бюджет. С юбилея Казанского авиастроительного завода Салават Мухаммадулян. Они ждут свои законные квартиры уже 5 лет. Стройка встала. Ничего не меняется. Почему в Альметьевске прекратилась стройка ипотечного дома, выяснял Сергей Хайдаров. Откупорили нарушители. В карте бара указана алкогольная продукция. За барную стойку вместе с госалкогольной инспекцией заглянула и Альбина Минибаева. «Белый лебедь» в подарок на юбилей. На свое 90-летие Казанский авиационный завод сегодня представил опытный образец самолета Ту-160М2. Это мечта американских и гордость российских военных. Какие секреты хранит казанская авиационная промышленность и как в 90-е завод начинает новую жизнь, узнал Салават Мухаммадулин. Белый лебедь, или, как говорят на Западе, Блэк Джек, готовится впервые выйти на свет. Опытный образец легендарного Ту-160 во втором поколении. Его производство еще 2 года назад поручил Владимир Путин. Это самый тяжелый боевой самолет в мире. 100 тонн над головой. Буквально в начале следующего года машина поднимется в воздух, и мы эту красивую машину в воздухе уже увидим в феврале месяце. Святая святых завода, один из десятков цехов. Но этот особенно здесь собирают, а точнее модернизируют легендарный Ту-160. Казанское производство хранит такие секреты, что даже объектив камеры нам разрешили направлять лишь на определенные точки. Недочеты, которые были на первом этом самолете, устранить. Александр Лукаянов работает над модернизацией Ту-160 первого поколения. Электромонтер 5-го разряда на заводе всего 7 лет. Но уже за это время ему доверили гордость российской промышленности. Мы носим вклад в обороноспособность страны, делая даже вот такие самые маленькие вещи. Без этого самолет просто не будет работоспособным. Модернизируют не только самолеты, но и сам завод. В 90-е новая жизнь. Обновляется территория, цеха и оборудование. Люди ночевали на заводе, когда восстанавливали это. То есть доходило, люди по трое суток не спали, чтобы привести установки в срок, то есть за 8 месяцев. То, что вот такие инвестиции уже реализованы, мы видим, какие прекрасные помещения, какие условия труда. Мы помним время, когда вообще вопрос быть или не быть завода был на грани. Сегодня о шекспировском «быть или не быть» нет и речи. Завод вышел из пике и набирает высоту. Завод является флагманом цифрового производства отрасли, отрабатывает несуществующие на сегодняшний день процессы. За всю историю на Казанском авиационном заводе было выпущено 20 тысяч воздушных машин. Самые именитые из них – это лайнеры, истребители, бомбардировщики и ракетоносцы серии Ан, П, Ил и, конечно, Ту. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждены работники Казанского авиационного завода. 90-летний юбилей празднуют и разработчики. Награды и дипломы из рук президента сегодня получили лидеры производства. Заслуженно и в качестве аванса им еще ставить на крыло нового белого лебедя. Салават Мухаммадулин, Александр Лобанов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. И сегодня заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин проинформировал Владимира Путина о ходе строительства Ту-160М2. Он отметил, что завод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению утраченного в свое время производства. Президент России поблагодарил авиастроителей и поздравил с успешным завершением работ. От них зависит, как то, что сделано в Татарстане, разойдется по другим регионам. Сегодня 25-летие отмечает Торгово-промышленная палата республики. Насколько самостоятельным и эффективным оказался институт, увидим прямо сейчас. Чапан от коллег из Узбекистана, 25-килограммовый пряник от Туликов. Праздник в кругу партнеров. С первых дней руководит Шамиль Агеев. Его многолетний труд сегодня поощрили медалью ордена за заслуги перед Татарстаном. Шамиль Рахимович умеет работать со всеми, и с республикой, и с федералами, и с
другими странами. 25 лет – время становления новой экономики. Тогда создать свой самостоятельный институт поддержки бизнеса стремились многие. Но нужен был компромисс – быть и в системе Российской палаты, и учитывать интересы местных. То, что вы состоите с Российской Федерацией, это благодаря, иногда и вопреки. Здесь много факторов, которые идут еще за скобками. Мы в системе торгово-промышленных палат всей России видим как очень значимую палату, которая имеет свою точку зрения. И во многих вопросах мы опираемся на эту точку зрения. Поиск новых рынков, юридическая помощь, разработка нормативных актов. Палата сегодня – это представительство в нескольких районах республики. Это надежные мужчины, на которые мы всегда можем опереться. Вот есть модное слово, там дорожная карта, там еще что-то. То есть должна быть правильная политика. Нужно вести постоянные, бесконечные переговоры с правительством. Все вопросы оперативно они решают. И пока уже 4-й год у нас реальный бизнес. Налаживать деловые, межрегиональные мосты бизнесу также помогает палата. Я бы оценку делал по тому количеству предприятий, которые являются членами торгово-промышленной палаты. Более 2000 крупных, мелких и средних предприятий. Была составлена дорожная карта, в котором указано сотрудничество в области проведения совместных бизнес-форумов, выставок и обмена информацией. Это одна из активных палат России и в плане обмена контактами между бизнесменами и системе профессиональной подготовки молодых людей. И даже в политически сложное время удалось сохранить связи. В честь юбилея подарки и поздравления не только имениннику, но и друзьям. Александр Забирова, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». МВД Татарстана начала доследственную проверку по заявлению ПСО «Казань» о хищении 2,5 миллиардов рублей при строительстве купола стадиона «Самара-Арена». Об этом сообщают наши источники. По итогам проверки будет принято решение, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении субподрядчика стадиона компании «Сталь Монтаж Электросталь». Не завершив работы, работники покинули стройку, а генеральному подрядчику ПСО «Казань» пришлось пересматривать весь график работ, чтобы уложиться в сроки. Ждут обещанного 5 лет. В Альметьевский дом, строящийся по программе соципотеки, превратился в долгострой. За помощью жители обратились в нашу редакцию, хотя на этом объекте наши корреспонденты уже бывали. Почему стройка так и не сдвинулась с мертвой точки, узнал Сергей Хайдаров. Просто безысходная ситуация уже. Такая безысходность у альметьевских ипотечников уже 5 лет. В микрорайон Западные Ворота наша съемочная группа приезжала ровно год назад. За это время здесь изменилось немногое, разве что работы на стройке вообще прекратились. Ожидая свою квартиру, многие уже обзавелись детьми. Снимаем жилье, ежемесячно платим за ипотеку. Также ежемесячно 1000 по 10-11 за съемную квартиру. Изначальным сроком сдачи 16-этажного дома был обозначен 2014 год. Затем сроки сдвигались трижды. Всех призывают набраться терпения и ждать середины 2018-го. Но люди уже ни во что не верят. Сколько ждали, пока вообще стройку начнут, сваи вбивать? 2 года прошло. Теперь вроде бы дождались, что до 17-го этажа довели. И опять-таки стройка встала. Ничего не меняется. Кроме морального ущерба, ипотечники несут и материальные потери. Договор они составляли из расчета 25 тысяч за квадратный метр. Теперь цена достигла 36 тысяч. Почему стройка дома прекратилась, нам рассказали в Госжилфонде республики. Генеральная подрядная организация не справилась с договорными обязательствами. По настоянию администрации города Альметьевска договор с ней был расторгнут. На сегодняшний день идет процедура подбора генерального подрядчика. Как раз сегодня предполагаемый подрядчик знакомится с текущим состоянием дел, проверяет документацию по дому. Наверное, вот в ближайшие дни мы вам сможем назвать подрядчика. Свое решение администрация нефтяной столицы вынесет на будущей неделе. Дату заселения 120-квартирного дома определит новая подрядная организация. Сергей Хайдаров, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин и Игорь Романов. ТНВ, Альметьевск. В Нижнекамске сегодня прошел прием граждан уже второй за этот месяц. Первый был организован после того, как прогремела история Ильназа Пиркина. Напомню, молодой человек спрыгнул с крыши многоэтажки, а перед этим записал видеообращение, где обвинил полицейских в пытках. Вопросы граждан сегодня выслушали заместитель руководителя Следственного управления по Татарстану Владимир Циома и уполномоченный по правам человека в республике Сырья Сабурская. На прием записались около 30 человек. Пришло больше. Они стояли в живой очереди.
Стоит ли пить в барах? Отвечают знатоки. В этом году госалкогольная инспекция выявила 86 случаев торговли спиртным без лицензии. Инспекторы говорят, предприниматели продолжают нарушать, несмотря на ужесточение законом. С августа штраф на юрлицо может составлять минимум 3,5 миллиона рублей. Альбина Минибаева узнала, почему лучше проверять, а не доверять бармену. То есть алкоголь легальный? Тем не менее, это красное оказалось не по вкусу инспекторам госалкогольной инспекции. Девушки открыли вино, на которое не оказалось документов. Даже нахождение алкогольной продукции в помещении заведения не допускается. Но инспекторам, кроме документов, пришлось искать еще и администраторов. Администратор этого данного заведения. Вы не знаете? А вы кто? Молодой человек, вообще кто у вас? Если честно, я не знаю, потому что стажер. Правда, этот же молодой человек по телефону решал вопросы, возникшие с проверкой, и все время был возле сотрудников заведения. Их версия оказалась самой необычной. Парень, который ходит с телефоном, он вообще кто? Гость просто на час отсутствует, поэтому гость взял на себя бразды правления. Лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Она у вас имеется? Инспекторам все же представили администратора, но и она не смогла показать документы на алкоголь. 89 подобных баров за 10 месяцев этого года насчитали проверяющие. И не каждый посетитель потребует документы. Если заведение популярное, востребованное, то никто не будет спрашивать никакие документы. Все эти алкогольные напитки оказались без документов. В дальнейшем они будут уже описываться, а потом по решению суда уничтожаться. Но алкоголь не единственная потеря этого бара. Директору грозит штраф до 1 миллиона, а юрлицу минимум 3,5 миллионов рублей. Но эти бутылки еще могут обернуться и уголовным делом. Реализуют алкогольную продукцию, то есть фальсифицированную, то есть они берут вторичную тару, допустим, ныне, которая закончилась бутылка, они туда заливают другую бутылку. Уголовно владелец бара будет отвечать, если изъятая продукция суммарно превысит 100 тысяч рублей. За эти бутылки без документов юрлицо выложит многомиллионный штраф. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Азия становится ближе. В нашей компании имеется собственное зерно, где мы выращиваем зерно, собираем его. О чем успели договориться бизнесмены из России и Казахстана, узнал Сергей Хайдаров. На пути к Орфею. Для нашего телеканала это очень позитивная новость. С какими фильмами неотосланные письма ТНВ поборются за престижную награду, узнал Дмитрий Аренин. Школа имени Героя. Сегодня в Московской области присвоили имя Героя России Сергея Ашихмина школе, где он учился. 5 лет назад сотрудник ФСБ принимал участие в спецоперации в Казани по обезвреживанию террористов. Тогда было совершено нападение на муфти Татарстана. Майор своим телом накрыл гранату, чтобы спасти товарищей и мирных жителей. А герой с позывным «Якут» в репортаже Дины Газалеевой. Эти события пятилетней давности потрясли Татарстан. Покушение на муфтия республики, гибель его заместителя, захват террористов. В ходе спецоперации Сергей Ашихмин своим телом накрыл взрывное устройство террористов, тем самым не дал погибнуть своим напарникам. В школе в Наро-Фоминском районе, где учился Сергей, память о нем хранили все эти годы. Именно в день его гибели, 24 октября, и был подписан постановление о присуждении, присвоении нашей школе имени Героя. В этот день мы чувствуем волнение, гордость. К этому событию школьники и педагоги готовились давно. О том, как рос и учился будущий Герой России, подробно рассказывает школьный музей боевой славы. Фото юного Сергея, еще кадета, его форма уже военнослужащего, парадная, камуфляжная, ну и, конечно, копии наград, медали за отвагу, ведомственный крест и копия звезды Героя России. Сегодня в коридорах школы стойкий аромат гвоздик, ученицы в парадных фартуках. Юные школьники знают Сергея Ашихмина и по рассказам своих близких. Это очень почетно, что наша школа будет названа в честь Героя России Сергея Анатольевича Ашихмина. Ведь Сергей Анатольевич учился в нашей школе, он учился вместе с моим дядей, и то, насколько он добрый, благородный человек, я знаю именно со слов своего родственника. На торжественный митинг в честь присвоения нового имени пришли и родные Герои России. Когда Сергей погиб, младшему его ребенку не было даже года. Все как один. Мужчины молодые, имеют семьи, любят жизнь. И тем не менее рискуют, чтобы мы могли свободно жить. Именем майора с позывным «Якут», Героя России Сергея Ашихмина, погибшего в Казани, названа школа и в столице Татарстана, 130-я, неделю назад.
Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Московская область, Нарфаминский район, поселок Калининец. К другим темам. Как развивать производство без ущерба для экологии? Об этом сегодня в Казани говорят представители научного сообщества из 8 стран на конференции «Устойчивое развитие регионов». Эта тема хорошо знакома в Татарстане. Есть наработки, которыми можно поделиться с коллегами. Ведь, несмотря на санкции, наш регион находится на первом месте в России по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны. То, что инвесторы идут в нашу республику, во многом говорит о потенциале нашей экономики, о доверии к нашим товаропроизводителям, и существующим законам нашей республики, по которому обезопасены их инвестиции, если они вкладывают в экономику нашей республики. Чтобы азиатская продукция оказалась на татарстанских прилавках. Для этого в Казани встретились бизнесмены из России и Казахстана. Продукты питания, бытовая химия, IT-разработки и многое другое. Что из этого всего нужно Татарстану, решают бизнесмены за столом переговоров. О чем уже успели договориться, узнал Сергей Хайдаров. В нашей компании имеются собственные земли, где мы выращиваем зерно, собираем его. Компания, где работает Ольга Оп, в Казахстане производит мучные изделия. Их макароны уже пользуются популярностью в России. Теперь задача войти и в татарстанский рынок. Казахстанское сырье в плане зерна очень качественное, поэтому мы нигде не закупаем зерно, только выращиваем свое, обрабатываем. Продукты питания – это не единственное, что предлагают казахстанские бизнесмены. За столами переговоров обсуждают как IT-технологии, так и бытовую химию. Татарстанский рынок предприниматели из Азии считают особенно перспективным. Договариваться о будущем сотрудничестве бизнесмены из России и Казахстана начали прямо здесь и сейчас. В зале, где проходят форумы, находится сразу 30 столов для переговоров. И задача экспортеров – убедить, что их товар лучший на рынке. Можно сказать, что Казахстан – это основной внешнеторговый партнер Татарстана. Наш оборот внешнеторговый составляет за первое полугодие более 16 миллиардов рублей. Цифры растут, но нет предела торговому совершенству. Рекордные показатели товарооборота между двумя странами фиксировали еще в 2013 году – 40 миллиардов рублей. Чаще всего товары из страны-соседки оказываются на торговых полках Москвы, Челябинской и Свердловской областей. Ну а Татарстан пока в этом рейтинге не входит даже в десятку. Вопросы сотрудничества бизнесмены России и Казахстана продолжат обсуждать и завтра. Бизнес-форум продлится до 17 ноября. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Осень, пора покупок. Банк «Восточный» предлагает своим клиентам кредиты по выгодным ставкам и уникальным условиям. Как получить солидную сумму прямо сейчас? Пока за окнами еще не совсем холода, пора подумать о финансах. Ведь осень, как и следующая за ней зима, для нас период крупных покупок. Холод несет за собой потребность в теплой одежде, хорошем автомобиле, а для кого-то и поездку под пальмы. Как закрыть все потребности и не разориться? Ответ точно знают в банке «Восточный». С финансовой точки зрения оптимально для крупных покупок будет обратиться за кредитом. Тем самым вы обезопасите себя от возможности перерасхода семейного бюджета и решите все свои текущие задачи. Сумму, нужную для полного счастья, знал, кажется, только персонаж «Золотого теленка». Кому-то достаточно 50 тысяч, а для кого-то и миллиона маловато будет. Что делать, если сумма понадобилась значительная? Специально для крупных заемщиков мы в банке «Восточный» приготовили возможность кредитования под залог. Для этого потребуется всего лишь наличие в собственности квартиры, которая все так же продолжает служить своим хозяевам весь срок кредитования. А получить под такой залог можно до 30 миллионов рублей. Так что не стоит уподобляться стрекозе из известной басни и ждать, когда придет зима. Если кредит нужен, то идти за ним стоит уже сегодня, ведь для вас уже готово предложение в банке «Восточный». Грандиозные распродажи шуб от мехового магазина «Лифур», норка, лиса и мутон. Сколько стоят шубки, расскажем прямо сейчас. Внимание! В центре города закрывается меховой магазин «Лифур» по адресу Татарстан, 20. Грандиозная распродажа всех коллекций шуб из мутона, лисы и норки, дубленок и изделий из кожи. Огромный ассортимент фасонов, расцветок и широкий выбор размеров порадует любого покупателя. Для сильной половины в «Лифуре» представлен широкий ассортимент мужской верхней одежды. У вас есть отличная возможность обновить свой гардероб или приобрести дополнительный любимый наряд по очень выгодной цене. Покупателям дубленок и кожаных курток специальная цена от 5000 рублей. Шубку можно купить от 11 тысяч. Поспешите сделать выгодное приобретение и побаловать себя. Магазин «Лифур», Татарстан, 20. Фильм производства ТНВ «Неотосланные письма» вышел в финал российского конкурса «ТЭФИ Регион». Теперь они поборются за статуэтку Эрнеста Неизвестного. Это первая экранизация популярной повести татарского классика Аделя Кутуя. С кем сейчас в номинации конкурируют ТНВ и Казань, узнал Дмитрий Аринин.
Так радуются обладатели путевок в финал. В этом году номинация «Художественный фильм-сериал» на ТЭФе «Регион» была впервые. За главный приз решением жюри поборются и неотосланные письма производства ТНВ. Для нашего телеканала это очень позитивная новость. Это у нас второй сериал на основе произведений татарской классики. Над ним работала сильная команда сценаристов, режиссеров, операторов. Если такая совместная творческая работа позволила выйти нашему сериалу в финал конкурса ТЭФе «Регион», это говорит о том, что мы на верном пути в подходе к производству сериальной продукции. Всего в полуфинале ТЭФе «Регион» участвовали 7 фильмов. Борьбу дальше продолжат 3. В каждой номинации у нас были 5-6 серьезных фаворитов. И битва шла среди вот этих 5-6 претендентов. А нужно было назвать только 3. Мы умоляли дать возможность сделать хотя бы 4 номинантов. Но суровый регламент этого не позволял сделать. На ТЭФе большом там присутствуют еще в очень значительной степени интересы каналов. Здесь, я бы сказала, судейство более честное, потому что у нас нет такой зависимости. И мы решаем вопрос именно с точки зрения того, насколько это может быть интересно зрителю, насколько это новое. Многосерийная кинодрама «Неотосланные письма» стала первой экранизацией одноименной повести Аделя Кутуя. В декабре минувшего года фильм с успехом прошел на нашем телеканале. Картина повествует о судьбе одной женщины. Историю из 20-х годов прошлого века перенесли в наши дни. Мы ее всячески осовременили, выявив то, что он хотел изначально написать. Понимаете? То, что он хотел изначально показать людям. Историю любви, историю вот этого становления человеческого. Фильмы сыграли одни из лучших молодых артистов Татарстана. Гузель Сибгатуллина, Ильшат Ахмадуллин, Айдар Сулейманов. Съемки прошли на 80 разных площадках. Мы снимали на данный момент на лучшую камеру, которая есть в Казани. По звуку, опять же, у нас было топовое оборудование. Теперь произведению Татарстана предстоит побороться за бронзовый Орфея с еще 2 финалистами. Это фильм «Сказка о Мурзая» телекомпании из Уфы и музыкальный фильм «Случайный вальс» тюменского телевидения. Церемония объявления победителей ТЭФе «Регион» пройдет в начале декабря в Тюмени. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Такого снегопада Казань не видела год. В столицу пришла долгожданная зима. Всего за пару часов снег укутал город. Горожане не смогли упустить такой возможности и запечатлели первый настоящий снегопад. Популярные соцсети украсили зимние снимки казанцев. Подробнее о погоде далее. Увидимся в 21:30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Полезное производство с заботой об окружающей среде. Казань Оргсинтез. В гармонии с природой. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В ноябре со скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. В магазинах «Идеал» новая коллекция обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. В магазинах низких цен «Победа» Республики Татарстан. Апельсины 49 рублей за килограмм. Стиральный порошок «Сорти» 275 рублей за 6 килограмм. С 16 по 22 ноября. В магазинах низких цен «Победа». Деревенское мясо птицы и субпродукты Васинова Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Сохраните себе жизнь, питайтесь правильно. Минздрав Республики Татарстан. Компании «Транстехсервис» 25 лет. Празднуем с размахом. И каждый месяц до конца года дарим небывало выгодные цены на 500 автомобилей из всех марок, представленных в салонах «Транстехсервис». Узнайте подробности на сайте www.dts.ru. Выключи стресс, включи релакс. Радио Релакс FM. Ой, папа, вас мама и тут и там показывает. Так это Теле7. Все, что в нем есть, все показывают. Маму в телевизоре, наш ужин в духовке. А выходные? И выходные. Так, куда пойдем, в кино или в цирк?
на каток. Теле7. Хорошо, когда мы вместе. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый Nissan. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. Bulg'ar radiosi Oltin yulduz milliy muzikal premiya tantanasi 5-chi tapqir uzdirilayapti. 9-dekabr kuni Piramida konsertlar zalida barimizni kutib qolamiz. Birga bo'ling. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Смогли прервать серию поражений. Хоккеисты Акбарса на выезде обыграли подмосковный «Витязь». До этого команда Билилидинова 3 матча проиграла, тем самым упустив первую строчку Восточной конференции. Оказалось, что ненадолго. С первых минут барсы устремились вперед, и первая атака завершилась взятием ворот. Отличился Станислав Галиев. В середине периода Альберт Ярулин еще раз огорчил местного вратаря. Но «Витязь» не собирался так легко проигрывать. Капитан команды Максим Афиногенов мастерски забросил шайбу Гарипову. Этот гол стал единственным в исполнении хозяев. Акбарс, наоборот, укрепил преимущество. Шайбы Лукаянова и Секача установили на табло окончательный результат 1-4. Завтра казанцы играют в Москве против ЦСКА. Наконец-то, что все закончилось. Сейчас отдохнем. Тяжеловато, конечно, но здесь еще мы давным-давно в Чехии в Подольске не выигрывали. Тем временем представители ушу и кунг-фу сборной республики вернулись в Поднебесной, выиграв медали. Наши бойцы завоевали 4 золота, 2 серебра и бронзу на чемпионате мира в составе сборной страны. Турнир проходил в китайском городе Эмейшань. Сегодня команду встречали в Казанском аэропорту. Ильяс Хуснудинов стал лучшим в Чанцуане. Александр Емельяненко завоевал золото в Таулу. Никита Титов поднялся на высшую ступень пьедестала почета в Таулу-Синь. Игорь Мороз стал первым в демонстрации в стиле Шаолинь. Этот турнир по праву считается Олимпиадой боевых искусств, проходит 2 раза в год и собирает лучших спортсменов планеты. Китай покорен. Теперь спортсмены будут готовиться к европейским стартам. Китайцы самые сильные соперники в мире. Но иногда русские могут попрепятствовать их победам и одолеть тоже их. И в завершении баскетбол. В рамках Кубка Европы казанский «Уникс» вторично обыграл испанскую «Андорру». На этот раз со счетом 89-80. Казанцы постепенно наращивали обороты. Их максимальный перевес по ходу третьей четверти составил плюс 23. Гости смогли отыграть 17 очков в первой половине заключительной четверти. Но после этого подопечные Димитриса Привтиса собрались и избежали нервной концовки. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Уникса» Джамар Смит, набравший 21 очко. В составе «Андорры» выделялся защитник Хайме Фернандес, в активе которого 16 баллов. После этой победы казанцы занимают 2-е место в турнирной таблице группы А. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль ДН Мебель и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Пасмурный циклон продолжает управлять погодными процессами в республике. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет облачно, ожидается снег. Температура воздуха составит -1 градус. На северо-востоке пасмурно, местами снег и около 0 градусов. На севере республики местами пройдет снег. Температура воздуха там составит около 0 градусов. На северо-западе Татарстана тоже не обойдется без снега. Температура воздуха там составит до 1 градуса мороза. На юго-западе республики ожидается пасмурная погода со снегом. Там будет около 0 градусов. В центральном районе республики облачно, местами снег и около 0 градусов. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена.
Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр ГАЗ Луидор Казань. Звоните 288 87 78. Предложение не является публичной офертой. Автоцентр «Луидор Казань», официальный дилер автомобилей марки ГАЗ на территории Республики Татарстан, предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного производства. Услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор Казань», Сибирский тракт, 59. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода, пройдет снег. Температура воздуха составит около 0 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.